Московский районный суд Казани вынес приговор бывшему начальнику отдела полиции «Восход» Ильдару Вафину. 38-летнего мужчину обвиняли в превышении должностных полномочий. Подозреваемый в мошенничестве на телефон записал часть допроса. На аудиозаписи слышно, как мужчина с голосом, похожим на голос Ильдара Вафина, оскорблял и применял насилие в отношении задержанного. Экспертиза доказала, что запись подлинная. Айрат Назипов о внезапных поворотах в деле и о его финале. Вину в предъявленном следствии обвинения я не признаю. Никаких противоправных действий в отношении Шейха Ахмета я не совершал. На последнем слое бывший начальник отдела полиции «Восход» Ильдар Вафин попытался в заключительный раз убедить суд в своей невиновности. Уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий» в отношении него возбудили еще в апреле минувшего года. Как установило следствие, за месяц до этого он допрашивал задержанного мужчину, которого подозревали в мошенничестве с телефонами. Однако тот успел включить диктофон, а затем выложил запись на всеобщее обозрение и написал заявление на начальника отдела полиции. Ты какого года рождения? 90. Я с 96-го года погоны наш. А? Ты в школу не пошел, я таких шакалов, как ты, задерживал. Ты че? А? Вообще что потерял? На записи были слышны и другие оскорбления в адрес задержанного, а также шлепки и плевки. В МВД по данному факту провели служебную проверку. По ее результатам Ильдар Вафин был уволен. После он стал обвиняемым по уголовному делу. Автора записи признали потерпевшим. Однако во время судебных заседаний он поменял свою точку зрения. Заявлял, что оговорил подсудимого и вообще не имеет к нему претензий. Его виновность подтверждается показаниями потерпевшего, свидетеля, а также письменным материалом уголовного дела, в том числе и произведенной аудиозаписью самим потерпевшим, которая была в ходе судебного заседания исследована, а также каких-либо изменений, либо искажений в данной записи отсутствует, поскольку была проведена фоноскопическая экспертиза, которая подтвердила достоверность данной записи. Сам же бывший полицейский неоднократно отмечал, что не превышал должностных полномочий и не пытался выбить из ныне потерпевшего признаний. Да, возможно, при разговоре с Шейхом Ахметовым я вспылил, так как в любом случае я в первую очередь человек, хоть и носил погоны, но при этом имею человеческие чувства и эмоции, которые я не смог сдержать при разговоре с Шейхом Ахметовым, который выразил свое оскорбительное отношение к сотрудникам полиции. Прокуратура просила для подсудимого 4 года в колонии общего режима, тогда как сторона защиты хотела добиться полного оправдания. Ильдару Вафину удалось избежать реального срока. Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы условно. Столько же времени он не сможет занимать должность в органах власти. Впрочем, обе стороны могут еще обжаловать приговор. На это у них есть 10 дней.